Главное питання, што ўлада будзе рабіць, калі яна адмовіцца зрабіць празрысты пералік усіх галасоў. Таму што тое, што будзе рабіць беларуская грамадскасць, ужо відавочна. Нет никакого свободы слова и свободы мнения тоже никакого нет. Это просто до глубины души просто коробит. Диктатура такая военная, страшная. Это казалось раньше фантастикой, а теперь оказывается это реальность. Наконец-то нашелся гадкий, но повод сплотиться всем вместе и показать, что мы не из робкого десятка. Мы не сдадимся. Количество людей, которые приходят и готовы бороться, ты надеешься. Ты живешь, как говорится, надежда умирает последней. И она умрет последней, мы будем стоять до конца. Не могу оставаться дома, когда такое происходит на улицах с моими соотечественниками, с моими друзьями, с моими родными. Как обидно за страну. Ну просто до слез обидно. Я буду поддерживать, сколько есть сил и сколько я смогу. Меня никого не задержали, но ты не знаешь, что будет завтра. Уже надоело бояться, вот честно. Вот мы до последнего старались не лезть, не вмешиваться, потому что как бы страшно, но все, хватит. Надоело. Вот этот беспредел, который происходит, который мы видим, уже терпеть просто невыносим. Так, коллеги, выборы состоялись. Нет! Никто не стесняйтесь. Сейчас поднять руку за Леонида Лукашенко. Показывайте, поднимайте руки, не стесняйтесь. Никто не ущемляет ничего. А кто проголосовал за Тихановскую? Для нашего народа это трагедия. То, что происходит сейчас. Нас просто унизили, избили наших детей, наших мужей, наших граждан. Поэтому сегодня мы здесь все, и мы будем приходить каждый день до свержения этого фашистского режима. Мы не просто проценты, мы люди, мы одна нация. Ми білоруси, і те, що про нас кажуть, що ми об'якуємо життях, це не так. Так що хай весь світ ведає, що ми білоруси, і ми разом. Я ганаруся тим, що я білоруска, я ганаруся тим, що я жанчина. Я ганаруся тим, що я сьогодні відчуваю себе вольним чоловіком. Я думаю, так буде і надалі.